У жителей Коми есть возможность задать вопросы лично президенту России через специальное мобильное приложение «Москва Путину». Оно уже доступно для скачивания, но заработает в воскресенье. С его помощью можно будет сделать видеозвонок или отправить заранее записанное видео с вопросом главе государства. Длительность ролика не должна превышать минуту. Сделать это можно будет и через сайт, который запустят в преддверии большой пресс-конференции. Напомним, она пройдет в прямом эфире 17 декабря. Но, учитывая пандемию, было принято решение провести ее отчасти в дистанционном формате, а помимо журналистов, свои вопросы на этот раз могут задать и жители страны. Все обращения, которые поступают в колл-центр, ставят на контроль, проблемы решают. И такие яркие примеры есть и в Коми. Так, садоводческий комплекс «Малая Соколовка» провели электричество именно после обращения Сыктывкарки к президенту. Елена Кононова напомнит, как это было. Во все выходные и праздники Елена со всей семьей на даче. Летом занимается огородом, зимой отдыхает от городской суеты. Топят баню, катается на лыжах. Благо сейчас у них есть свет. Теперь в дачном домике можно сказать все блага цивилизации. Микроволновка, холодильник, телевизор и чайник электрический. А еще пару лет назад ничего из этого здесь не было. Единственным источником электроснабжения была генераторная установка. Станция довольно прожорливая. За час съедала 4 литра топлива. И ради экономии для внутреннего освещения использовали вот такое устройство. Так, вот такие. Вешали на потолок. Много лампочек. Остались от прошлой жизни, можно сказать. Писаревым этот участок достался еще в 90-е годы от родителей. И все это время здесь мечтали об электричестве. Сам дачный комплекс довольно-таки большой, а некоторые люди проживают здесь постоянно. С 1994 года здесь было общество создано «Малая Соколовка» и должен был быть свет. На сегодняшний день именно в моем обществе «Малая Соколовка» постояльцев около 20 человек. Да, они здесь постоянно живут и без света жили. С 1994 года тоже они проживают. У кого-то есть генераторы, кто-то просто свечки зажигает или лампы, то есть есть тоже такие. Около 20 человек. Это только вот на сегодняшний день. Летом, конечно, гораздо больше, около 50 человек, это только которые постояльцы, а приезжают около 100-120. По словам дачников, они не раз обращались в Сыктывдинскую администрацию, к которой относится Малая Соколовка. Но проблема решилась только после обращения к президенту. Свой вопрос Елена Писарева отправила на прямую линию. Все говорили, нужно что-то делать, всем нужен свет, потому что тут места хорошие, чистый воздух. Ну, мы решили написать на прямую линию, я отправила сообщение. Конечно, не верилось, что это все получится, но надежда все-таки была. И после этого вот у нас произошло какое-то движение вперед. Да, мы узнали, что у нас будет проводиться свет, что мы можем заключать договора. Все очень обрадовались. Окончательно поверили, когда в обществах появились первые столбы с электролиниями, а модернизацию подстанции в местечке Соколовка энергетики закончили к концу прошлого года. И сегодня садоводческое общество переживает второе рождение. Домов здесь стали строить больше, на участках появилась молодежь, и все чаще раздается детский смех. Елена Кононова, Анастасия Тюрина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.